В Усть-Майском районе отдаленные участки горняцких поселков зачастую бывают оторваны от центра размывом и разрушением полотна автодороги. Это касается участков автодороги Эльдикан-Солнечный. Тему продолжит Юрий Таюрский. Недавно назначенный на должность генерального директора ГКО Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия Николай Титович Сивцев на днях побывал в Усть-Майском районе и осмотрел проблемные участки автомобильных дорог района. В первую очередь он с главой района Юрием Боярским осмотрели участки автодороги Эльдикан-Солнечный, по которой завозятся груза для золотодобытчиков района. Конечно, у нас направление одно из стратегических направлений именно в летний период, так скажем, на сегодня завоз ГСМ, продуктов питания, всего необходимых материалов для старательских артелей. Эта автодорога – постоянная головная боль для руководства района. В весенние и осенние периоды происходит разрушение отдельных участков дороги. Горные ручьи промывают ее, а вышедшие из берегов реки разрушают мостовые переезды. Ну, в принципе, состояние дороги нормальное. Конечно, есть промоины. Понятно, весна, идет оттайка, и есть промоины. Но подрядная организация работает, техника есть, люди работают. Так что, в принципе, нормально, в порядке. А вот участок ручей Игривый? На Игривый мы съездили, тоже посмотрели. Работа идет, конечно, не такими темпами, какими хотелось бы. Но будем разбираться с подрядной организацией. А какая подрядная организация там работает? Генподрядная организация – это Сибмост, новосибирская компания, в принципе, крупная компания. На днях генеральный директор строительной компании «Сибмост» должен приехать в город Якутск, где и встретиться с руководством управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Николай Титович пообещал, что поднимет перед ним вопрос об отставании от графика строительных работ на ручье Игривый. Это 142 километра автодороги Эльдикан-Солнечный. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский улус.